Последние 20 лет эта местность в пригороде Владивостока – одно из самых популярных мест среди автолюбителей. На зеленом углу куплена практически каждая подержанная японская иномарка. Вот и сейчас, с приходом весны, продавцы готовятся к новому сезону продаж. Prius 2014 год. Стоимость 1 150 000. То есть свежий год, маленький пробег. Corolla стоит, Axio. 4 ВД. Ну, цена, сами видите, 569 000. Эти цены почти в 2 раза выше, чем были еще пару лет назад. Высокий курс доллара и отток покупателей стали причиной кризиса на зеленке. Здесь яблоку негде было упасть. Настолько было много, и здесь все сопки были усыпаны просто автомобилями. Если раньше на территории рынка образовывались пробки из проданных автомобилей, то теперь за ворота выезжают единицы. Курс валют напрямую влияет на таможенные пошлины. Из-за этого очень сильно выросла цена на автомобили. К этому прибавился еще и фактор падения покупательной способности. То есть у людей просто не стало денег. Рынок всегда привлекал более дешевой ценой, чем в официальных салонах. Теперь их стоимость практически сравнялась. По сравнению с тем, что мы новые машины продаем, те, которые продают поддержанную машину, они на самом-то деле достаточно большую накрутку большую делают. Самый крупный поставщик машин в Якутии, группа компаний «Колми», тоже терпит убытки, но не такие серьезные, как продавцы на рынке. По прошлому году всего 15%. Благодаря торговле отечественными авто и иномарками преимущественно российской сборки, официальный дилер оказался более устойчив к колебаниям валют. Некоторые комплектующие наши, и в итоге у нас все-таки вот этот курс доллара сильно не играет. В итоге цены сильно не повысились на эти машины. А так как вот доллар повысился, завоз с Японии машины, они, эти перекупщики рассчитываются же в Японии не рублями же, правильно? За постепенно сужающийся круг покупателей официальные дилеры и продавцы на авторынках устроили настоящую войну. Но последние и без того терпят поражение. Репутацию зеленого угла в последнее время сильно подпортили так называемые распилы и конструкторы, позволяющие сэкономить на дорогой растаможке. Если мы сегодня глянем на улицы Владивостока, то там довольно-таки много леворуких автомобилей, которые уже собраны непосредственно в России и проданы дилерами Владивостока. Это главная производственная площадка крупнейшего на Дальнем Востоке завода по сборке машин марки Mazda. Совместное российско-японское предприятие сегодня выпускает 2 наиболее популярные серии этих автомобилей – седан и кроссовер. С момента начала сборки до ее окончания проходит 3 часа. Рабочий процесс на заводе настроен таким образом, что машины идут беспрерывным потоком. В среднем каждые 8 минут с конвейера сходит новый автомобиль. 120 машин каждый день передают дилерам 500 работников предприятия. На ответственную работу берут только грамотных специалистов. Слесарь Павел Ребров приехал на завод из Якутии. Впереду я работал на судоремонтном заводе. Около года я там проработал. Потом меня друг позвал сюда, во Владивосток, вот я приехал. За 3 года через руки молодого инженера прошло более 25 000 автомобилей. В качестве каждого специалист уверен и считает, что собранные в России иномарки более приспособлены к нашим условиям. Вся жидкость, заливаемая в них, если я не ошибаюсь, имеет специальное качество, приспособленное под северные условия, под холода и прочее. Так что работает все надежно. Сегодня владивостокские Мазды в основном продаются на западе страны. В то же время Якутия наладила прочные связи с подобными заводами Ниссана и Митсубиси. Они уверенно завоевывают региональный авторынок. Покупателей привлекают отсутствие предыдущего владельца и наличие гарантии от дилера. Те люди, которые у нас покупают новые автомашины, это уже 5 лет ничего не знать, это просто проходить то и любоваться, как говорится, купленной автомашиной. Житель Якутска Александр Ермолаев один из тех, кто не стал рисковать, выбирая автомобиль. Изучив текущую ситуацию, однозначно решил идти в салон. Ну хотя бы раз в жизни можно уметь машину в целлофане. Хочется же с нуля. Поэтому мы решили все-таки приобрести новую машину. Этот тягач прибыл в Якутск всего несколько часов назад и встал под разгрузку. Позади 9000 километров пути. На всех привезенных автомобилях нулевой пробег. Несмотря на риски в дороге, АвтоВОЗ – самый дешевый и надежный способ доставки машин. Бывало такое, что попадали в аварию машины, на бок ложилась, то есть АвтоВОЗ лег, а машина на месте. То есть они не улетают, если правильно их закрепить. Водитель АвтоВОЗа – это высшая ступень в иерархии дальнобойщиков. Позади кабины порой десятки миллионов рублей. Выбирают профессионал для этого, не просто
Есть отбор, консультации там с начальством. Спецмашины считаются. Мы даже дороги между собой здороваемся. То есть знаешь, не знаешь, машину руками. По дороге из Владивостока до Якутска уже редко можно встретить частных перегонщиков. Поток их машин стал заметно меньше. Лишь одна категория автомобилистов остается неизменной. Если поехал, там машину приобрел, там охота кому-то и самому доехать до дому, посмотреть там все эти районы, регионы. Побережье Японского моря, мост через Амур и другие достопримечательности. Любители автопутешествий с наступлением лета становятся одними из самых массовых перегонщиков машин, но только для себя. Поэтому их настоящие бизнесмены даже не берут в расчет. Распилы, конструкторы и перебитые номера. То, с чем боится столкнуться сегодня каждый покупатель на рынке. В свою очередь, салоны все это исключают. По мнению специалистов, наступивший в отрасли кризис практически искоренит профессию теневого перекупщика, тем самым отрегулировав переполненный рисками автомобильный бизнес. Дмитрий Макаров, Владимир Рымаков, Денис Попов, Андрей Гаянов. Вести. Владивосток, Хабаровск, Якутск.